Што стаіць за візітам Сергея Шайгу ў Менск за 2 дні пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з Уладзімірам Пуцінам у Сочы? Пра гэта я запытаю незалежнага вайсковага аглядальніка Александра Алесіна. Добры вечар, спадару Александр. Дык што ж стаіць, навошта Шайгу прыехаў да Александра Лукашэнкі ў Менск? З чым прыехаў? Добрый вечер. Это серьезное очень дело, чтобы министр обороны супердержавы приезжал к президенту маленького государства. Для этого необходимы очень важные обстоятельства. Прежде всего, это изменение стратегии сотрудничества. Если раньше Беларусь достаточно неохотно принимала российские войска на учения, с тем, чтобы не беспокоить, так сказать, своих соседей, с которыми она старалась поддерживать добрососедские отношения, то теперь по предложению Лукашенко учения будут проводиться чуть ли не каждый месяц на территории Беларуси. И это очень серьезное изменение стратегии. Все дело в том, что контингент российских войск может находиться на нашей территории по законодательству 2 месяца. Если мы учтем это, получается, что постоянно на нашей территории будут присутствовать российские войска, которые участвовали в одном учении и еще не успели уехать. И тут приезжают другие. И одновременно будут находиться большие контингенты войск. Это чем-то похоже на размещение военной базы на ротационной основе. То есть постоянно здесь будут находиться российские войска. И это изменяет совершенно геополитическую и военно-стратегическую ситуацию в нашем регионе. Адкуль вось гэтая новая тактыка, які яна мае сэнс, і ці не падобна гэта да таго, што НАТО робіць, НАТО і амерыканцы, трэба зазначыць, робяць у Польшчы, напрыклад, нашай суседняй краіны з намі? Военные эксперты российские именно так и говорят, что это практически аналогично стратегии НАТО на территории Польши и стран Балтии. Это размещение контингента на ротационной основе. То есть это один в один то, что делает НАТО. И в принципе это надо рассматривать как реакцию на действия НАТО. Если раньше Беларусь ради поддержания хороших отношений с соседями не шла на такой шаг, а Россия требовала, то теперь Лукашенко практически сам предложил это. Наверное, это месть, не месть, но это выражение сверхнедовольства политикой соседей. Спадар Александр, ці азначае гэта, што напружванне на мяжы Беларусі і еўразвязу будзе ўзрастаць у звязку з гэтым? Я думаю, что возрастет многократно. Потому что если раньше проводились меры какие-то, предупреждения, разъяснения о том, какой характер носят учения, сколько техники и так далее, то теперь, как я понимаю, это все будет проводиться без оглядки на озабоченности наших соседей. То есть это будет проводиться по секретному плану, который мы не знаем, который будет разрабатывать Шойгу вместе со своими генералами, вместе с белорусским министерством обороны и генеральными штабами обеих стран. Спадар Александр, а вось пытанне, ці не азначае гэта, што Александр Лукашенко фактычна сам запрасіў так званых зялёных чалавечкаў у Беларусь? Ці гэта не такая сапраўдная небяспека нашай незалежнасці, рэштак незалежнасці, якую Александр Лукашенко яшчэ не здолеў прадаць? Все дело в том, что в России стратегии очень хитрые. Они понимают, что если здесь будут размещаться зеленые человечки и так далее, то это дополнительно вызовет возмущение в протестном электорате среди протестующих. И вместо того, чтобы ситуация успокаивалась, она будет обостряться. Все хотят, российские стратегии, чтобы проходило все незаметно, постепенно, чтобы втягивание Беларуси происходило не так резко, чтобы рядовые граждане этого не смогли обнаружить. Я думаю, что мы не увидим такого резкого скачка, как это произошло
в Крыму, допустим, все будет проходить на протяжении То длительного бок, времени. такая паўзучая анексія, так, павольная, паступовая, але ўсё ж такі загрувашванне нашай тэрыторыі. Спадарожнік Александр, вось было яшчэ цікавае пытанне падчас размовы Александра Лукашэнкі з Сергеем Шойгу. Падобна Александр Лукашенко прасіў Расею пра пэўную зброю. Ці мы ведаем, якая гэта зброя, і ці гэта праўда, што Владимир Путин ўсё ж такі не даў Александру Лукашэнкі гэтай зброі, ну, прынамсі так сцвярджае прэсавы сакратар прэзідэнта России. Ну, все дело в том, что Путин отослал Лукашенко к Шойгу, чтобы Шойгу здесь на месте, вместе с белорусскими генералами определился относительно типов оружия, и количества и мест расположения. Вот насколько судить по последним просьбам белорусского министерства обороны, вот последние годы, что Беларусь просила, ну, возможно, это будут зенитно-ракетные комплексы С-400. Вот. Не исключаю, что это могут быть оперативно-тактические комплексы «Искандер» в экспортном, так сказать, исполнении. По своей бедности мы просили, но Россия нам не давала. Но сейчас характер сотрудничества меняется таким образом, что Россия готова сделать все, чтобы доставить неприятности, ну, соседним странам НАТО, соседствами с То Беларусью. бок, можа даць Іскандеры Путін Лукашенку, так, адным сказам? Может. Может даць. І апошняе пытанне таксама адным сказам. Ці Еўразвяз і НАТО павінны адрэагаваць на тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, на гэтую змену стратэгіі? Літаральна адзін сказ. Я думаю, что они должны вести себя осторожнее. Это провокация, которая вызовет обострение ситуации. Нужно вести себя очень мудро, взвешенно, следить за, так сказать, за мерами российской стороны, но резких шагов не надо предпринимать, потому что это на руку совершенно лицам, не заинтересованным в судьбе Беларуси.